какие-то бойцовские отношения и сотрудничество лига? Но я думаю, это для него сегодня решающий бой в его карьере в нашей лиге. Итак, все внимание на экран. Ждем официального объявления участников этого поединка. Ардақтаған қымбатты спорт сүйер қауым, ендеше ресми серіктесіміз 1xBet компаниясы, 1xBet спорт эмоцияларының демеушісі. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship жартылай жеңіл салмақтағы 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгерімізбен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышындағы жауынгер, оның кәсіпқой рекордында 4 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 176 сантиметр. Салмағы 66 келі. Ташкент, Өзбекстан. Қарсы алыңыздар. Фархаджон Машрапов! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 12 жеңіс, 5 жеңіліс. Оның бойы 178 сантиметр. Салмағы 66 келі. Ростов-на-Дону, Ресей. Қарсы алыңыздар. Арсен Балянс! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Ақтілеу Әскербайұлы, третий человек в октагоне. Рефери этого поединка Арсен Балянс. Как уже сказали мы ранее, никакого пафоса, конечно же, не хотим нагнетать, но тем не менее поединок, от которого действительно зависит судьба Арсена Балянса в NFC. И с другой стороны, молодой, голодный Фархаджон Машрапов, который рвется в топы этого дивизиона. Первый раунд. Арсен начинает бой сразу в такой манере активной, да? Да, на наш взгляд, вот в его последней поединке он очень долго, говоря на спортивном сленге, запрягал, да? Да, очень долго раскачивался. Сейчас нужно, конечно же, сразу начинать поединок. Да, долго заводиться ему не нужно, надо сразу работать. И вот попадает сейчас. Даже здесь присутствуют болельщики Арсена Балянса. Да, болеют за Арсена. Пока что разведка проходит в первом раунде. Да, секунд позади. Да, Арман заметил, Арсен очень нестандартный такой. Стойки меняет, постоянно раздергивает своего соперника. Без удара создает давление. Хороший мидл-кик. Хорошо работает ногами. Сейчас по внутренней части бедра нанес удар Арсен Балянс. Хорошая комбинация от Машрапова. Да, такая двойка амплитудная. Попытка проведения тейкдауна. Прижимает сетки октагона своего оппонента Арсен. Да, сейчас будет попытка перевести, сползти своего соперника вниз. Сможет ли оформить сейчас тейкдаун Балянс? Скорее всего, сейчас будет пробовать зацеп. Арсен ищет перевод. В клинче находятся бойцы сейчас. Да, ну и Машрапов. Какой бросок от Фархаджона. Да, хороший. Сейчас занимает доминирующую позицию Машрапов. Да, была попытка контроля коленом, но сразу Арсен это нейтрализовал, вышел халгард. Да, в халгарде сейчас оказывается Машрапов. Да, в принципе, и Арсен себя в партере неплохо чувствует, но пропускает удары. Граунд-паунд жесткий. И сейчас Машрапова. Нужно быть весьма осторожным. Балянсу может сейчас отдать позицию бэкмаунта. Нет, встает на ноги. Да, забрал спину, контролирует. Именно вот, как будто кажется, как будто Арсен до сих пор в фазу боя не вышел. Да, у него есть такая привычка, особенно в последних боях. Мы тоже за ним такое наблюдали. Будто бы он не находится в клетке, в октагоне, но тем не менее поединок сейчас продолжается. Встают на ноги оба спортсмена. Да, а тем не менее, да, Машрапов вошел в фазу боя, действует активно. Попадание. Очень заряжен на ручках.
Машрапов давит, создает давление. Попытка перевода. Защита неплохая. И снова оказывается в партере. Причем заметьте, что инициатором тейкдауна и борьбы оказывается Балянс, но тем не менее остается снизу тоже Балянс. Да, либо не хватает физических каких-то, да, навыков перевести, либо технических. Но зачем И переводить? сейчас попытка проведения удушающего приема. Да, попытка анаконды чок. Ну, видать, был не очень уверен в своем Да, приеме. передумывает почему-то Фарходжон, хотя мне показалось, что руку, одну из рук для этого удушающего приема весьма неплохо смог. Ох, контроль коленом, такой неприятный локоть. Фарходжон себя неплохо и в партере чувствует, Да, на самом деле, я за ним такой, если честно, не наблюдал в его предыдущих поединках. О, гранд паунд! Несколько точных ударов. Еще О, один Арсену удар. нужно защищаться. Иначе остановят бой в таком темпе. Ох, очень неприятный удар по бедру. На самом деле, рефери Ахтылева Аскербайұлы один из тех рефери, который всегда дает возможность и шанс бойцам в партере, точнее, когда происходит добивание, поэтому даже на руку, наверное, Арсену. Но попадает. Пропускает вот эти удары постоянно. И не делает вывода с этого. Обратно попытка перевода. Фарходжон сейчас будет переводить. Ух. Да, и снова, обрати внимание, инициатором опять оказывается Арсен Балянс и переводит Машрапов. Причем делает это не особо, знаешь, такими хитрыми какими-то приемами, делает все просто, да? Вроде на бумаге, по статистике, да, мы думали, что будет преимущество у Арсена в борьбе. Ну и здесь снова пропускает добивание. в очередной раз. И забирает позицию бэкмаунта. Сейчас забирает спину, заправляет ноги. О, растягивает своего оппонента. 15 секунд остается до окончания первого раунда. Будет ли удушающий прием? Нет, защищается Арсен. Ну, очень хорошо работает. Фарходжон впечатлил. Этот раунд очевидно за ним. Да, у Арсена Балянса почему-то не складывается поединок. Фарходжону даже хватает сил покричать. Он, наверное, не весь свой максимум показал в первом раунде. Фарходжон Машрапов. Арсен Балянс, нужно что-то срочно делать в углу сейчас секундантом, заводить своего подопечного. Да, бой пока что вообще не клеится. И представь, Фаниль, что вот в 2021 году он уже проводит третий поединок. И причем его поединки предыдущие ничем не отличаются от которого мы сейчас видим. Что-то не так у этого спортсмена. В подготовке, возможно. Может быть, в жизни что-то не так происходит. По крайней мере, я не узнаю того Балянса, который я видел на боях в Китае. Возможно, не стоит ему так часто драться, сделать выводы с тренерским составом, проработать свои ошибки, выходить в улучшенной версии, нежели выходить вот так вот и отдавать раунды за раундом. Но мы еще должны дождаться второго и третьего раунда. Да, слышим, болельщики накачивают Арсена. Итак, второй раунд, вторая пятиминутка. Вот активнее начал Арсен этот раунд джебами. Лоу-кик. Раздергивает своего соперника. Сейчас передней рукой попадает Фарходжон. Да, нужно ручки Арсену держать выше, потому что он из раза в раз пропускает этот джеб передней рукой, джеб полубоковой от Фарходжона. Попытка правого прямого. Машрапов уже сейчас, по всей видимости, обрел очередную долю уверенности. Да, уже выцеливает. Во втором раунде. Теперь абсолютно не опасается ударов своего оппонента и, может сказать, даже в открытую сейчас наносит эти удары. Да, скорее всего, хочет финишировать Арсена и выцеливает уже. Бьет выборочно, смотрит по этажам. Неплохая двойка обратная. Снова попытка проведения тейкдауна. И сейчас, скорее всего, обратно Фарходжон переведет своего соперника. Очередной красивейший слэм от бойца из Узбекистана. Да, Арман, сценарий первого раунда у нас снова повторяется. Ох, хороший локоть от Фарходжона. Смена позиции, занял сайд-контроль.
Я думаю, нужно ему зафиксироваться, попытаться. Снова забирает спину сейчас Машрапов. Здесь времени уже достаточно, 3 минуты остается. Растягивает еще провод граунд паунд. Очень много пропускает ударов Арсен. Сейчас могут остановить бой. Пропускает удары, пропускает. Скорее всего, сейчас остановят бой. И остановка. Останавливает поединок. Фарходжон Машрапов одерживает очередную победу в NXT. Арсен Балянс терпит 3-е поражение в этом году. Подряд. Два из которых было досрочно. Очень неубедительные бои показывает Арсен. Думаю, нужно сделать выводы какие-то. Да, боец явно перспективный, явно умеющий и знающий, что нужно делать, но, возможно, слишком плотный график выступлений в этом году. И сказался не самым лучшим образом на текущем выступлении. Просто представь, он дрался в апреле, затем он вышел в июне, и сейчас выходит в октябре. Почти не отдыхал парень. Да, и причем, что вы понимали, последний поединок закончился нокаутом в первом раунде. Первый его поединок, который он провел в апреле, также прошел, причем 5 раундов он провел. И заметь, Арман, не получаются у Арсена переводы. Зачем ты пытаешься из раза в раз пройти в ноги человеку? Ну и не можешь ты пройти. Нужно сделать какие-то выводы, попробовать дернуть, попробовать стойки поработать хотя бы. Ну, Арсен просто как в видеоигре Mortal Kombat, как будто ты сидишь на джойстике, нажимаешь один и тот же прием. Но это Тем не менее, это никак не, скажем, принижает заслуг Фарходжона Машрапова. Поздравляем его с убедительной победой. Рефери Аскербайұлы жекпе-жекті 2-ші раундтың 1-ші минуты мен 54-ші секундында тоқтатты. Техникалық нокаутпен жеткен алаңның көкбұрышы Фарходжон Машрапов!